Якутии проходит прививочная кампания. По данным Республиканского управления Роспотребнадзора, прививки против гриппа получили более 24 тысяч жителей республики, в том числе более 1000 детей. Прививки губят иммунитет ребенка. Вакцины содержат живые вирусы, которые вредят организму. Прививки бесполезны. Такие аргументы можно услышать от родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Так ли опасны прививки и стоит ли отказываться от них из-за риска осложнений, мы поговорим сегодня с гостем студии, профессором кафедры педиатрии и детской хирургии Медицинского института СВФУ, доктором медицинских наук Татьяной Дмитриевой. Татьяна Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, безопасны ли прививки? Конечно, если прививка сертифицированная, если были соблюдены все правила транспортировки, хранения и постановки вакцинации, конечно, вакцина должна быть безопасна. Собственно, вакцины для этого и созданы, чтобы обезопасить человека от опасных для жизни заболеваний. А как перевозят прививки? Какая-то температура? Да, конечно, это очень строгие правила перевозки, хранения, которые должны чрезвычайно жестко сохраняться, в том числе и температурный режим. Перед сезоном гриппа ставят прививки, названия и производители, они каждый год разные. Как удостовериться, что вакцина точно защитит от болезни? Ну, во-первых, нет ни одной вакцины, которая на 100% защищает. Такой гарантии ни один производитель вакцин не дает. Насколько вакцины, которые применяются конкретно у нас на нашей территории, насколько они, вы хотите узнать, насколько они разрешены, то, конечно, все они сертифицированы. На рынке продаются у нас в России вакцины, только прошедшие официальное разрешение, получившие, прошедшие сертификацию. Это строжайший отбор, чрезвычайно жесткие требования. Поэтому, конечно, потенциально опасной вакцины на нашем рынке нет. А как вакцина действует на организм? Вот как эти защитные свойства? Вакцинация – это, по сути, имитация небольшого инфекционного заболевания. Иммунитет возникает после того, как организм человека встречается с каким-то микроорганизмом, бактерией или вирусом. Он вырабатывает на него защитные антитела, то есть, собственно, формирует иммунитет. Если это заболевание, то заболевание может протекать непредсказуемо, крайне тяжело и даже опасно для жизни. Могут быть ситуации, когда человек умирает от инфекционных заболеваний. Вакцина – это тот же самый возбудитель или его часть с ослабленными свойствами, однако достаточная для того, чтобы сформировать иммунитет. То есть это фактически мини-инфекционный процесс. А есть ли у родителя право выбора, какую прививку ставить? Ну, конечно, у них есть право выбора. Они могут вообще отказаться, как многие делают, от вакцинации. Могут выбрать вакцину. Та вакцина, которая предлагается в рамках национального календаря прививок в поликлиниках, если она их не устраивает, они могут обратиться в городской вакцинальный центр и на платной основе выбрать другую вакцину от этого заболевания. А кому обязательно нужно ставить прививки? А кто может обойтись другими видами профилактики? Ну, скажем так, есть люди, у которых есть медотводы, то есть им нельзя, по медицинским показаниям, вообще их нельзя вакцинировать. На самом деле таких людей очень мало. Медотводы, они делятся на абсолютные и относительные. Абсолютными медотводами, которым совсем нельзя вакцинировать, это крайне редкие ситуации. Крайне тяжелое состояние человека, как правило, неизлечимые тяжелые болезни, особенно связанные с заболеванием иммунитета. Поэтому таких людей мало. Есть относительные противопоказания. Например, острое инфекционное заболевание. Вот сейчас ребенок болен, у него температура. Вот в данный момент его вакцинировать нельзя. Но когда у него температура снижается, после этого можно ставить ему прививку. А людей, которых вообще нельзя вакцинировать, я еще раз повторю, очень мало. Какие меры профилактики могут быть равнозначны вакцинации? Таких нет. Единственный мой совет, который я могу вам дать, если вы не хотите вакцинироваться, но в то же время не болеть, живите в лесу в одиночку и не контактируйте ни с кем, чтобы не от кого было заразиться. Сейчас вот в этот период вакцинации на форумах родители обсуждают, советуются. И вот этим противникам что вы могли сказать? Ну, конечно, обсуждения, советы показывают заинтересованность населения в данном вопросе. Безусловно, родители не могут не интересоваться вопросом жизни и здоровья их детей. Но я бы советовала все-таки ориентироваться на информацию, которая из официальных источников идет, от специалистов, а не от людей, которые
даже если они позиционируют себя как специалисты, но эти люди, в общем-то, не имеют отношения напрямую к работе. Я знаю, есть люди, которые говорят, что я вот доктор биологических наук, я вот считаю так. И вот это преподнесение своей персоны как большого ученого, оно, как правило, обычно не выдерживает никакой проверки. Это часто так бывает, это раз. Уж тем более не стоит прислушиваться к советам, которые дают там, не знаю, дядюшки, тетушки, бабушки у подъезда, соседи. Аргумент «а вот у меня» он вообще не работает. Каждый человек индивидуален. Поэтому, если у кого-то какая-то ситуация сложилась, это не значит, что ее можно распространить на всех остальных. Что я хотела сказать? Что мы живем в таком мире, когда без вакцинации обойтись невозможно. Невозможно. Это единственная защита от таких страшных заболеваний, которые когда-то в свое время в истории выкашивали огромное количество населения. Но это не такая давняя история. Мы можем вспомнить конец 80-х, начало 90-х годов, вспышка дифтерии. Она началась с чего? Именно, кстати, с кампании в СМИ о противодействии прививкам, о том, что прививки не нужны, опасны, а дифтерии как бы вообще и нет. И что мы имели через какое-то время? Мы имели огромную вспышку дифтерии. Почти 3000 человек погибло за эти годы, и больше половины дети. А кто начал первым болеть? Первым начали болеть взрослые. Но они, как правило, не болели, но не умирали от дифтерии. Почему? Потому что когда-то, в годы мрачного застоя коммунистической диктатуры, их никто не спрашивал, хотят они вакцинироваться или нет. Их вакцинировали, и у них был какой-то иммунитет. А вот их дети, которым они отказали в вакцинации, дети погибали. А вот на ваш взгляд, откуда недоверие к прививкам? Ну, это общий скептицизм в обществе, который у нас присутствует вообще, недоверие к официальной точке зрения, плюс она подогревается активной такой работой антипрививочного движения, которое очень активно и в средствах массовой информации, и в соцсетях. И это не только наша проблема, это мировое явление, антипрививочная вот эта вот кампания. Они чрезвычайно активны, и я считаю, что здесь огромную роль должны сыграть все-таки СМИ, предоставляя возможность озвучить официальную точку зрения, научно подтвержденные факты, официальную статистику, потому что на этих форумах иногда такие цифры появляются, что просто уму непостижимо. Их явно брали с потолка, они даже близко нигде не соответствуют действительности. А вот эту официальную статистику, может быть, где-то родители могут найти в интернете на каких-то проверенных сайтах? Ну, есть сайты Роспотребнадзора, есть сайты Министерства здравоохранения, но я должна сказать, что это официальные документы, знаете, не написаны таким специфическим языком для специалистов. То есть человек, не обладающий специальной подготовкой, ну, он прочитать-то, конечно, сможет, но я думаю, что, во-первых, ему будет неинтересно, во-вторых, он не сможет объективно оценить информацию. А какие могут быть осложнения после вакцинации и от чего это зависит? Осложнение. Любая вакцина может вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Это является осложнением серьезным, после которого данная вакцина отменяется. Вакцинация этому ребенку данной вакциной не проводится. Это не значит, что от данного заболевания больше нельзя вакцинировать. Можно другой вакцины попробовать. Вот, то есть это нельзя предсказать, это непредсказуемая ситуация, это в любой момент может случиться. Есть осложнения специфические для различных вакцин, они довольно могут быть серьезными, но я должна сказать о их кратности. Это единицы на сотни тысяч вакцинаций и даже на миллионы вакцинаций. Эти цифры несопоставимы с риском осложнений от инфекционных заболеваний. Ну, простой пример. Осложнения после АКДС, ну, наверное, все родители слышали про такую вакцину, да? Один случай на 165 тысяч вакцинаций. Летальность от токсической формы дифтерии в довакцинальный период 100%. Ну вот, сами сравнивайте эти цифры и выбирайте тот риск, которому вы будете подвергать своего ребенка. Это индивидуальная непереносимость, да, вот эти единичные случаи? Аллергические реакции – да. А вот другие ситуации, ну, я не буду сейчас, это очень долгий разговор, другие ситуации, они могут быть обусловлены как реакцией организма ребенка, так и, собственно, составляющими вакцины. Если ребенок температует, появляются зуд и другие появления, это значит нормально? Это не повод отказываться от вакцинации? Да, надо различать осложнения и реакцию вакцинальную. Осложнение – это ситуация опасная для жизни.
Реакция вакцинальная, я же сказала, это маленькое инфекционное заболевание, то есть подъем температуры, небольшая болезненность, припухлость на месте введения, ну, может быть, небольшой зуд, нарушение самочувствия в несколько первых дней после вакцинации. Это вот проявление вот этого самого иммунного ответа, который формируется. Это не является основанием для медотвода. А какой экономический эффект от вакцинации для страны, для нашего региона? Ну, я сейчас не могу вам точно цифры сказать, но давайте подумаем, что сколько стоит жизнь человека. Вот хотя бы одна сохраненная жизнь. Я не думаю, что здесь стоит, в общем-то, в экономических думать каждому родителю об экономическом ущербе для государства. Пусть он думает о здоровье своей жизни, своего ребенка. Время от времени в СМИ появляются сообщения о том, что изобрели супервакцину от того же гриппа. Поставил укол и на всю жизнь защищен. Ну, Вы, это- как ученый-медик, верите в такую возможность? Конечно, нет. Это, конечно, смешно. Люди за всю историю человечества мечтали о панацее. Вот одно лекарство от всех болезней. Вот чудо-таблетка, кремлевская таблетка. Ну, как только не называют. Вот и все проблемы решены. Есть такие любители, они тоже очень активные товарищи и в соцсетях, и в жизни распространяют свою точку зрения. Один все лечит хозяйственным мылом, другой йодом. И вот надежда, что есть одно средство, ну, относительно гриппа это вообще нереально, потому что вирус гриппа постоянно мутирует. И вот каждый год мы новую вакцину имеем, потому что мы специально готовится вакцина к ожидаемому приходу вируса. Она каждый год новая. Это огромная работа. Сложная работа. И вот сейчас вы сказали вначале, что началась вакцинация. Я призываю всех не терять времени, срочно вакцинироваться, не откладывать, потому что к моменту подъема заболеваемости гриппом вы должны подойти уже сформированным иммунитетом. Вакцинироваться тогда, когда у вас есть риск контакта с больным, вот это хуже вообще, чем вообще не вакцинироваться. А как часто лично вы вакцинируетесь? Ну, как положено, по календарю и вне календаря все необходимые вакцинации, конечно. Хорошо, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, мы говорили о прививочной кампании в республике. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.